Там деревни хранят культуру народа, там леса берегут от бед и невзгодов, там река чистотой озаряет, там мастера творить вдохновляют, там, где течет Илыч. Чем на РТС? Я нахожусь в деревне Габы, это Троицко-Печорский район. Тут близко находится деревня Приуральская. Я приехал сюда в гости к своим знакомым. И сейчас хочу вам рассказать про Приуральское, про Габы, про жизнь, прошлую, настоящую. Наша поездка началась от города Сыктывкар. И немного, 3 минуты от фильма, вам расскажу о дороге. Это новая ступень канала Генрих Немчинов, потому что сейчас меня снимает мой оператор, друг Антон Заинчковский, Горизонт Продакшн. После поездки на такси мы пересели в автобус и, как ни странно, выехали с аэропорта. Первая остановка нашего пути – это Емва, ресторан «Гурман». Сидит наш оператор. Шапка от Югударта. Теперь я полноправный Генрих Немчинов. Че вам на РТС? Село Аджером Каркировского района находится в благоприятном месте, рядом старица реки Вычегда, а сам поселок на песчаной сухой почве. По словам главы поселения, в Аджероме активно строится, даже не хватает земельных участков. В этом замечательном месте живет семья Туровых, Светлана и Сергей. Они занимаются вязанием в этностиле в мастерской Югудар. Все вещи, которые они вяжут, с коми-орнаментами. Каждый из них имеет свой смысл. Например, на шапке символы богатства, символы спаханного и засеянного поля, в обрамлении орнамента шонди, символ солнца. Я, как этноблогер, заинтересовался их изделиями и 2 года назад приобрел свитер. А потом купил шапку и шарф. А потом еще 2 шапки да свитер. Теплые и качественные вещи у мастеров мне очень понравились. Рекомендую. И прямо сейчас, при заказе в онлайн-магазине Югударт любого вязаного изделия по промокоду Генрих Немчинов вы приобретете товар со скидкой 3% от стоимости. Еще в честь юбилея Республики Коми мастерская Югударт и Каркировский центр коми-культуры вяжут самый большой деревенский коврик. Его диаметр должен быть не менее 5 метров. Ну что, Генрих, говори, что мы приехали в Ухту. Мы приехали в Ухту. Я запутался, что мы пересаживаемся, вышел без чемодана. Это музыка забор, отправляемся мы в душ. По дорогам мы ухаба, к музыкам и... Мы проезжаем по Ой, кажется, дождь собирается. Мы приехали в Воевож. Что будет, если скрестить Урал и ГАЗ-66? Будет непонятное что-то. Мы находимся в Троицко-Печорске, это предпоследняя остановка. Дальше до Усть-Илыча, а потом уже на лодке. Примерно 70 километров. Река Печора. Пристань напротив села Усть-Илыч в Троицко-Печорском районе. Музыка, которую сейчас слышите, правда играла на берегу у пассажиров этой деревяшки. Такая мелодия предвещала интересное путешествие. Все, мы загрузились в лодку. Едем до Приуральска. В ожидании. Я никогда еще не видел Печору такой. Маленькая. Да, ну Поволодье это действительно маленькая Печора. Потому что у нас Поволодье Печора это океан без берегов. За рулем лодки сидит наш гид Евгений Анатольевич Юшков, добрейшей души человек, житель Приуральска. Автопилот. В этих краях бытуют 2 легенды о первопроходцах на реке Илыч. Одна из легенд гласит: жили когда-то на Каме близ Удмуртии 3 брата-охотника – Антон, Максим и Еремей Бажуковы. Собрались как-то они вместе и решили поискать для себя лучшие доли. И так попали на Илыч. С тех пор тут пошел их род.
И на реке Илыч до сих пор стоят деревни, названные их именами. Тут живут 3 человека из Приуральска, они обычно рыбачат, охотятся. Ты иностранный телевизором, да? Не снимаем, нас не снимают. Деревня Антон. Основана в 1804 году. Основатель Антон Бажуков. Забавен тот факт, что годом образования любой деревни издавна считался год появления на свет первенца в семье основателя населенного пункта. Как обратно слезать? Вот сюда, сюда. Давай, Антошка. Насилуй свои кроссы. Хоп, хоп. Деревня Максим. Основан в 1813 году. Основатель Максим Бажуков. Один двор, дом, наверное, баня была, какая-то пристройка. Так выглядела деревня Максим в 30-е годы прошлого столетия. Трудно представить, но в деревне Максим работал садик, работала школа. Следующей остановкой стал долгожданный Приуральск. 12 часов пути, и мы на месте. Это называется дрифт по-приуральски. Остановились как раз у Евгения Анатольевича и его супруги. Мне уже Приуральск начинает нравиться своими низкими заборчиками. Смотрите, заборы под метр. Сейчас же есть мода такая, что заборы берут, делают из профнастила по 2 метра, загораживаются, ничего не видно, что во дворе. Тут все открыто. Пакет? Да. Его достаточно заварить? Да, это ячневая крупа. Не успел познакомиться с семьей, а уже открыл для себя новое коми-блюдо. Это шура-рок. Коми бич-пакет. Коми-охотники берут ее с собой, когда проголодались, скипятили воду, сварили и съели. Почему шура-рок? Но щур по коми это рога, а рог это каша. Вот рога из теста получились, а вот каша внутри. Получилась шура-рог. Каша с рожками. Приуральскин вой. В Приуральске ночь. Евгений Анатольевич – внук известного коми-писателя Геннадия Анатольевича Юшкова. И вот Геннадий Юшков как-то подарил Евгению Анатольевичу свою книгу. И вот подписал: моему любимому внуку с добрыми пожеланиями от деда Геннадия Юшкова. 23 января 2008 год. Утро следующего дня началось с поездки на кладбище к предкам вдохновителя этой поездки, Приуральск которого малая родина. Но он уже 25 лет не посещал родные места, а увидеть свою родину хочется всегда. Вот смотрите, тут как хоронили, делали наподобие домиков, как саркофаг получается. Вот так хоронили, а гробы делают тут. Здесь делают гробы, а иногда с Троицка привозят уже. Там на вскрытие туда отвезут покойника и уже в гробу привезут. А у вас тут на кладбище кресты ставят, когда приходят? Да, да. 3 раза. Не знаю насчет 3, но я всегда по одному разу. Это могила местного художника Федора Даниловича Бажукова. Его картины хранятся в Приуральском краеведческом музее. Часть верхнего ткацкого станка 1874 года. Так, кресты, конечно, это все старообрядческие. Вот это. А это, сейчас скажу, это у нас острога или ажлас по коми, да? Вот, сделал его человек, которого в 43-м году съел медведь-людоед. Корыто долбленное 1869 года. Какое гладкое, да? Краеведческий музей нас впечатлил. В нем находилось несколько комнат с экспозициями и больше 1000 экспонатов, сделанных руками коми-мастеров. В общем, отзыв я написал шикарный. Но есть одна проблемка. Вы представляете, Галина Яковлевна долгое время собирала этот материал, весь музей, как-то подняла его, но сейчас не хочет продолжать дальше работать, потому что возникли какие-то затруднения с районным музеем, и все это может кануть в лето, может пропасть.
И будет очень печально, если такой ценный материал для коми-культуры куда-то исчезнет. Такой у нас Гавриил. В честь него и названа деревня Габы. По другой легенде, по Илычу сплавлялись не 3 брата, а 5. Один из них был Гавриил, который и основал деревню Габы. Что мы тут можем увидеть в деревне Габы? Стоят дома, заборы, ухоженные заборчики. Тут, смотрю, тарелка от МТС. И вот тут растет кедр. Подобные машины, наверное, везде есть. Привезли швак, вот он кучами тут лежит. Будут равнять дорогу. Деревня Габы не такая уж заброшенная. Тут почти везде живут. Например, вот этот дом. Там живут постоянно. В 60-е годы прошлого столетия, как неперспективные, были ликвидированы деревни Максим, Антон и Сарьюдин. Он еще выше по Илычу. А вот деревня Габы живет до сих пор. Возможно, это благодаря поселку Приуральский, который строился в 50-е годы как лесозаготовительный поселок. Только про вас сказала. Журнал показывала. Генрих. О, я этот не Аполлонна. А вы в Коми родились? Нет, я Вологодский. А что так сюда приехали? Да, Красичком и в состав Вологодской губернии входила. Ага. Помнишь те времена? Помню. Маленький Да. под столом я Я бегал тоже тогда. еще тогда небольшой был. Тут же недалеко до Вологды. С Ухты 18 часов поезд идет. А до Котласа вообще 6 часов идет. Коми язык выучили уж? Знаю. Виджаван. Терка изба, все, хватит. Для общения хватает нам. В основном жители Приуральска разговаривают на 2 языках – коми и русский. Но есть русские. Например, большинство детей. Они сюда приехали из городов и в Приуральске заново обрели новую семью. Вертолет прилетает. Торопиться нужно. Вертолет летит. Успеем, не успеем. Экшен начинается. Это один раз в неделю летает вертолет в Распутицу. И вот он тут приземляется. Люди уже ждут. И еще приедут коронавирусные врачи, будут спасать деревню от коронавируса. Вертолет взлетает, он улетает, но обещает вернуться. Прикинь, камушком по лбу. Объектив? Да. Да ладно, объектив по лбу. Вот так выглядит Приуральский медицинский пункт. Здание требует ремонта. Вот Приуральский детский садик. А вы когда-нибудь убегали с детского садика? Если да, пишите в комментариях, отмечайте. Я нет. Здравствуйте. А ты кто? Это что у тебя за костюм? Это не костюм. А что это? Это кофта и футболка. Ой, там еще одна кофта. 5 давай. Ова, молодец. Вот детский сад села Приуральский очень удивил. Руководитель садика Ольга Вячеславовна и ее помощницы, воспитатели, родители сделали уютное пространство, куда можно доверить своих детей.
Это все ручная работа, сделана специально для детей. Нет острых углов. Учатся большинство приемные дети, а в детском садике тоже большинство приемных детей. Ну, 6 человек, да, 6 человек. детей, да. А сколько всего детей вообще? Ну, сегодня мало, сегодня 10. Сегодня Немножко 10. заболели, да, перепад температуры, разделись, видите. А на каком языке разговариваете? Нет. Нет? В Приуральске есть футбольное поле, но вместо игроков тут находятся коровы. А на самом деле это территория новой школы. Дети учатся в старой школе. Двухэтажное здание – это корпус старших классов. Одна этажка – начальная школа. Такие дома в Приуральске тоже есть, разрушенные, полностью в хлам. Но старые здания постепенно сносят, а территорию чистят. Это здание служит доской для самовыражения. По всему периметру подростки, наверное, пишут разные слова. Непонятно, что значат. А вот тот самый Соник. Картинка нарисованная. Вполне художественно выполнена. Внимание, вопрос. Что делает парень около стены? Правильно, он так ловит интернет. В Приуральске нет сотовой связи, есть только очень дорогой домашний интернет. В поселке Приуральске установлен таксофон, но это не решает проблему. Потому что люди хотят иметь квартирные телефоны. Мы многократно обращались в правительство Республики Коми о том, чтобы поселок телефонизировали. Но никак этого вопрос не решался. Поэтому нам помог Красноярский край. Есть определенная фирма, которая в таких труднодоступных населенных пунктах организовывает и интернет, и телефонизацию проводит. И благодаря вот этой фирме «Стриж» с Красноярского края привезли сюда оборудование, установили. И в поселке Приуральске, в деревне Еремеево, люди сейчас пользуются домашними телефонами. И интернетом могут пользоваться. И в принципе получается, что вопрос телефонов может быть и снят, хотя мы просим все равно, чтобы и мобильная связь к нам пришла, и обращаемся по этому вопросу, чтобы и Ростелеком подключился к решению вопроса, тем более, что они сейчас провели до поселка Приуральска оптиковолоконный кабель с поселка Полью, это порядка 40 километров они протащили вот этот кабель. В поселке Приуральске сделали точку коллективного доступа. Люди могут спокойно подойти и пользоваться интернетом бесплатно совершенно. Достаточно зарегистрироваться и пользоваться интернетом. Но это не совсем удобно, потому что человек хочет пользоваться интернетом все равно дома. И телефоном домашним, и интернетом домашним. Поэтому мы все равно обращаемся и в Ростелеком, и разговариваем с ними, и пытаемся найти пути решения проблемы, чтобы Ростелеком подключился, и все-таки поселок Приуральский был и телефонизирован, и был нормальный, хороший, более дешевый интернет, скажем так. Какие сейчас есть рабочие места, вакансии? Рабочих мест и вакансий у нас практически нет. У нас очень большая проблема с трудоустройством. То есть нет градообразующих предприятий. У нас работают люди, в основном это школа, детский сад, администрация поселения, почта, ФАП. И вот таких предприятий, которые бы занимались там лесом и еще чем-то, таких предприятий уже нет. Хотя раньше был большой лесопункт. Какое-то время работал индивидуальный предприниматель, тоже занимался лесом, и было, в принципе, очень удобно населению. И пиломатериал можно приобрести, и там больше 10 человек работало, и с дровами обеспечивали население. То сейчас это предприятие закрылось, потому что небольшие предприятия не могут, видимо, выживать в современных условиях, и предприятие это закрылось. Для нас очень большая проблема – это дрова, пиломатериалы. Допустим, на администрацию мы приобретаем дрова и привозим на Троицко-Печерск. Но в поселке есть очень интересная профессия – гидрометеоролог. В обязанности Евгения Валерьяновича входит мерять уровень воды, осадки, узнать скорость течения, зимой раз в 5 дней снимать толщину льда. Также наблюдатель гидропоста иногда делает химический анализ воды. Профессия Евгения Валерьяновича очень важна для жителей Республики Коми. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. 73 четверки. Да. 26081. В целом местные жители стараются сделать свой поселок лучше, чище,
Например, мне понравился Дом культуры внутри. Ухоженный, красивый. Рад, что в Доме культуры удалось встретиться с местными жителями, провести для них небольшой вечер, рассказать о своей истории, послушать их и душевно поговорить. Показать коми-культуру. Я езжу по коми-деревням. На ЖД-вокзале в автобусе пели и, в общем, взлетели так. А так рассказывал о челлендже петь коми-песню «Марья Моль» в общественных местах. И я был удивлен. Оказывается, родина песни «Марья Моль» — это соседнее село Приуральского, Еремеево. Туда мы сейчас и поедем. Позади меня находится школа-садик. В садик ходят еще люди, а в школе нету никого, поэтому она не работает. А так, если будет человек, то и учителя найдутся, то она будет работать. О, пробковое искусство, смотрите. Картины из пробок вылепили. Но если близко смотреть, то так непонятно. Отходим назад и виднеются уже птички. Пробковое искусство продолжается. Царевна рыбка создает чувство процветания, и нету чувства такого, что село разрушается. Еремеево на всю республику известно праздником охотника, который проводится раз в 2 года осенью. Грузоподъемность какая-то лодки? Грузоподъемность это тонну, там где-то килограмм 800 возьмет, хорошо. Килограмм, тонну, да? Тонна 800, Тонновая почти 2 тонны. лодка, да. Почти 2 тонны. Это 9-метровка. Все. Если делаешь под большую лодку, будет больше брать. Ага. Вон это 8-метровка. Ага. Расчет на 500 килограмм примерно. Вы, может, помните какую-то историю? Я вот видел фотографию, что вот такую лодку заполняли рыбой. Столько рыбы поймали. Такое было реально? Реально, раньше было, сейчас нет. Угу. Сейчас реально такую лодку рыбой заполнишь, на всю жизнь сядешь. И еще лодку отберут. Все отберут. Лодки на Илыче делают из древесины хвойных пород. А состоит она всего из нескольких частей. Кокоры, вот это низ лодки получается, упругов, железных листов, привальных досок. Первоначально на Илыче судна изготавливались целиком из дерева, но со временем бока лодки стали делать из жести. Так лодка служит дольше и весит легче. Кокора — основной каркас. Качественное выполнение этой главной части и определит долговечность судна, его надежность и прочность. Мы подошли к зданию, как местные говорят, к рыбзаводу. Официальное название коми-филиал ФГБУ главы рыбвод. Юный блогер Здравствуйте. Генрих Немчинов, его оператор Антон. Да, занесло их в Еремеево. Хотят посмотреть, да? Да, посмотреть, интересуются, как это происходит. Заходим. Все начинается с цеха личиноприемника. Личинка хранится в аппарате Вейса. Икру закладывают в ноябре и в течение 7 месяцев в холодной воде инкубируют. С апреля по май икра выклевывается, и мальки попадают по желобу в бассейн. С бассейна их переносят в другой цех. А сколько процентов мальков выживает? Ну, все зависит от того, сколько держать и какая навеска. Если, например, навеска 100 миллиграмм, выживает 50%. Раньше мальки росли в воде, которая очищалась с помощью бактерий. Сейчас вода с реки поступает в накопитель воды. Оттуда она стекает по бассейнам. Так создается искусственное течение. Вот это ИВЛ подает чистый кислород. В таких чанах и растят мальков сига. В 1 литре воды примерно 50 мальков. Вот и считайте, если бассейн кубовый, значит там живет 50 тысяч мальков. Весь цех по выращиванию сига находится на государственном финансировании, а смена одного рабочего длится... Смена где-то месяц, например. А сейчас мы посетим Кабрег, это ледник. И там лежит снег. Да ладно. И он не тает, да? Ну, потом тает, да, но постепенно. Постепенно. И насколько его хватает? Ну, на середину лета точно.
Я рад, что побывал в местах, которые описывал в своих рассказах мой любимый коми-писатель Геннадий Анатольевич Юшков. Еще в романе «Чугра» главный герой – женщина, Веринея. А я общался с бабушкой Веринеей. Они с героиней носят одно имя, но по характеру это разные люди. А корсе волис мытьянныш юашис? Asia junassa sekin, koska niitä junassa juo. Sitä vähemmän lukuvulle vätlistä Maria Molta. Уже Maria Molta Loomanen, уже mikä se sedoska, tässä oli vähän vetävän. Tia juolis. Minä pataja, atajan se Maria Mol. Se niitä mesisraat, missä tahtismi missä oli. Sikas ja svečami budla, jeman pusallam sunis vydadaslam. Mä se niitä näes vela Maria Molta se. Дуртася Мария Мальсатася гизлема песня тася вали. Это набу старообрядческие села ведь? Оно мне уже староверят вали. Тане уже верает, мян битеке мод менам бера. А тане вот старо уже поп вера вот шоны татане. Поп вера тане вели маже. От Ян под Черемас староверят? Да, под Черемас староверят. Дед вистал Волоповали вічко, ну, паласкан кодь. Пурцини дам, і дататся, ватанца велем попут волора. Нелим пытайся идти, не вистали за ме пытай, пур, летти зуб бости да, урвайте по кассе, кутчать по верме, карстанять по кассе пушки. Бабушка Веринея живет в доме типичной троицко-печорской застройки. Евгений Анатольевич специально сделал макет этого дома. Вот здесь центральная часть, центральный вход. Здесь обычно крыльцо стоит. Здесь обычно стоит печка, варят, допустим, там. Ну, здесь печка стоит, здесь основная жилая часть дома здесь. Здесь располагается русская печка, большая печка. Готовят еду, спят на печке, здесь палати. Это получается, обычно в этой комнате располагаются родители и, скажем так, младшие, маленькие дети. А здесь уже постарше. Вот, там, где течет Илыч, люди живут в гармонии с природой, помнят свои корни, берегут традиции, обычаи, растят молодое поколение и верят в светлое будущее. И, мои дорогие друзья, подписывайтесь на канал, делитесь роликом, если понравился, и ждите новый бомбезный контент. Сестры и братья,